Давайте будем прославлять нашего Господа. Yes, Lord, Hallelujah. О, да, Господь. Мы будем славить Тебя, мы будем превозносить Тебя, Иисус. О, будь достоин, Господь, всех хвалы. Аллилуйя. Ты наш царь, Господь, Ты наш Бог. И мы будем прославлять Тебя сегодня, этим утром, Господь. Пусть эта песнь хвалы, она несется к Тебе, в небеса. Есть хвала, ее не удержать. Сила есть, что цепи все порвать. Не могу молчать я, потому что вера есть, аминь. Вера есть, как пламя горит она. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. До небес. Есть хвала. Есть хвала, ее не удержать. Сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я, потому что есть хвала, аминь. Давайте споем еще раз. Есть хвала, ее не удержать. Сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера, вера есть, как пламя горит она. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Скажи еще раз. Если буря сильна, громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. До небес. Простираясь до небес. Простираясь до небес. Простираясь до небес. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава. Вся Ему. Аминь. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь. И во тьме в этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь Ты. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь,
Для страны этой ты наш Господь. И во тьме в этой ты свет, ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Скажи, грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме в этой ты свет, ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать. Скажи, благодать с небес, благодать с небес, благодать. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме в этой ты свет, ты надежда, где ее нет. Миром жизнь наполняешь лишь ты, Господь. Аллилуйя. Лишь ты один Господь. На нашей земле, в нашей стране, в нашем городе, на нашей улице и в нашем доме. Ты тот Господь. Аллилуйя. Кто избрал меня. Вся слава Тебе. Ты, Господь, повелитель наших сердец.
нашел меня, Господь. Я буду поклоняться Тебе. Давайте, церковь, будем поклоняться Ему сейчас. Прострем Ему свои сердца, свои руки. Повелитель сердец, будь горой Ты для меня. Куда я бегу всегда, Ты песнь моя. Повелитель сердец, скроюсь в тени крыл Твоих. Искупитель моей жизни, Ты песнь моя. Ты благой Бог, Ты благой Бог, Ты благой Бог, Ты благой Бог, повелитель сердец, Ты мой ветер в парусах, якорь мой во время волн, Ты песнь моя. Повелитель сердец, зажигай огнем сердца, будь эхо моих дней, о, Ты песнь моя. Повелитель сердец, Ты мой ветер в парусах, якорь мой во время волн, Ты песнь моя. Повелитель сердец, зажигай огнем сердца, будь эхо моих дней, о, Ты песнь моя. Ведь Ты благой Бог, о, Ты благой Бог, о, Ты благой Бог, о, Ты благой Бог, о. Ты не оставишь, Бог, Ты не оставишь никогда. Ты не оставишь, Бог, Ты не оставишь никогда. Ты не оставишь, Бог, Ты не оставишь никогда. Иисус, Ты не оставишь, Бог, Ты не оставишь никогда. Споем еще. Ты не оставишь, Бог, Ты не оставишь никогда. 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 Ведь Ты благой Бог, Бог, Ты благой Бог, Бог, Ты благой
так чудесно славить Его, так чудесно поклоняться нашему Господу. Он достоин всех хвалы, аминь. Он достоин всего. Слава, слава, слава нашему Творцу. Теперь я передаю слово Зое Савишне. Будем слушать слово, которое Слава Господу, спасибо Бог тебе, дал. Господь. Спасибо тебе за этот день. Иисус пришел, чтобы проповедовать. И это, Господь, мне благоприятно. Отпустить измученных на свободу. Спасибо тебе, Иисус. В прошлый раз, когда я вот учила, начинала, говорила о том, что Бог с нами в скорби. И Он говорит нам в темноте в самой тяжелой ситуации, в самое тяжелое для нас время. Вот. Мы думаем, что когда мы в грехе, Бог не с нами, Он с нами. Вот. И также посмотрим хороший такой стих, также вот в эту же тему, Псалтырь 33 глава, 20 стих. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Знаете, в нашей жизни ничего не происходит случайно. Волос не упадет из нашей головы. Просто так не упадет. И ничего не происходит случайно. Вот. И знаете, все герои библейские, они не были сверхчеловеками. Они были такие же, как ты и я. И они проходили свои трудности. У них вообще было очень много трудностей. Там есть такая вдова, которая у нее было много долгов, или ей помог вот этой вдове. Вот. Поэтому такие же трудности они проходили. Но когда вот приходило давление, что из них выходило? Вот есть такая вот, пример такой любят люди приводить с лимоном. Что выходит с лимоном? Из лимона, когда его выдавливают. Да? Все такое кислое. Вот. Иосиф проходил страшную ситуацию в своей жизни. Вот. Но что из него не выходило? То есть он оставался верен Господу, он оставался в позитиве и верил в Божье избавление. Вот. Поэтому много скорбей у праведного. Как мы проходим эти ситуации? Вот вопрос. Мы пройдем все равно эти ситуации. Самое главное, чтобы с нами был Господь. И самое главное, чтобы с нами была Его благодать. И мы пройдем эти трудности. Давайте откроем сегодня тему. Тема у нас праведности. Также продолжаем. Вот. И Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Опа! Приехали! 2000, сколько до Иисуса? 4000 лет, сколько до Иисуса закон-то был. Не могли исполнить? Не могли. И что, теперь мы это исполним? И что теперь Иисус нам говорит? Так, вот был такой закон, а теперь вам еще закон. Он нам что, хочет дать еще больше законов? А Иисус, Он говорил про себя, что он не отменяет закон. Он пришел не нарушить закон, но исполнить. То есть люди Ветхого Завета, они не могли исполнить закон. А Бог нам говорит, стандарты Ветхого Завета, стандарты Ветхого Закона еще выше. И мы должны это исполнить. Праведность наша должна превзойти. Ну, как-то в голове у нас не укладывается. Ну, давайте вот в 5 главе мы все знаем, да, вот я сейчас я прочитаю. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вот дальше он говорит, есть вот в Ветхом Завете не убей, а в Новом Завете не то, что не убей, а ты если гневаешься на своего брата, то ты убийца. Напрасно, если ты гневаешься на брата, то убийца. Не прелюбодействуй, в Ветхом Завете, в Ветхом Законе написано. А Иисус, Он говорит, если ты посмотришь с вожделением, то ты уже прелюбодействуешь. То есть стандарты Нового Завета, они выше. И праведность должна превзойти. А закон евреи так и не исполнили. Они не исполнили. А нам надо исполнить. Как так? Вот. Но слава Господу. И вот смотрите, Римлянам 10 глава,
3-4 стих. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Дальше потом еще почитаем. Смотрите, вот тоже евреи, ну и в принципе христиане, так и с нами происходит. Мы не разумеем праведность Божию, не понимаем ее. И мы в заслугу себе ставим собственную праведность. Вот мы стараемся исполнить, жить правильно, поступать правильно. Вот. И такой вот мы сегодня остановимся на таком герое, как старший сын. Из Луки, 15 главы. Ну, я не приготовила, вы знаете, в принципе, это место Писания. Это место Писания описывается о том, как отец отдал свою часть, отдал младшему сыну, блудному сыну, часть имения, блудный сын пошел, и он, в общем, все это разбазарил, он жил блудно и возвратился к отцу, и был прощен, благословлен отцу. Но был также старший сын. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться и с друзьями моими. А когда этот царь твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, а жил, пропадал и нашелся. Ну вот, эта история, такая классическая вот картина, когда старший сын не разумеет праведность Божию. И он усиливает свою собственную праведность. Да, вот когда Иисус, он говорил, что ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев, он дает намек, он говорит, потом это раскроется, он говорит о том, что у вас должна быть Божья праведность, тогда вы исполните. Вот. А старший сын, он не понимал Божью праведность и усиливает свою собственную праведность. То есть это самоправедность, в общем, самоправедность от своих дел, от усилий, талантов и опыта. То есть он живет правильно, хорошо поступает, и можно сказать, что почему он так служил, старший сын? Может быть, он хочет как-то избавиться от вины греха, своими добрыми делами, как-то он успокаивается тем, что вот он служит Господу, да, то есть, ну так, христиане так успокаиваются, они вот как бы, происходит такой самообман, да. И вот старший сын доходит до ручки, и вот начинает он наконец-таки общаться с Богом, ну, с отцом. Вот. Ну и вообще здесь мы видим, что вначале он подошел не к отцу даже, а к слугам. Да? Призвав одного из слуг, спросил, что это такое. То есть у него мышление слуги, ментальность слуги, и он общается со слугами. Даже не к отцу вначале бежит, а со слугами. Вот. Ну, в принципе, знаете, как бы часто вот здесь вот, что вот они усиливаются поставить собственную праведность, да? Мы иногда не распознаем Божью праведность. И это, в принципе, нормально, когда мы служим как старший сын, но все-таки это мы же служим, да? Вот. И как-то мы не распознаем Божью праведность, и мы с собственными силами служим. Это, в принципе, нормально. Мы же не сразу все это распознаем, да? Вот. И можно сказать, что в нашей жизни мы иногда служим, ну, такая вот смесь Божьей праведности и собственной праведности. Вот. И, в принципе, я себя вспоминаю, да, это в основном это была какая-то такая гремучая смесь собственной праведности и Божьей праведности. Но, знаете, я каждый раз так удивляюсь, но вообще вот прославляющие, вот они такие дисциплинированные, и они такие как-то чуткие, и как-то они
ну вот сейчас, вот, знаете, они служат Божьей праведности. И они наслаждаются и как бы отдыхают в этом служении. А я могла служить просто не прямо злой такой приходить. Вот, и потом, значит, прихожу вся зла, вот опять репетиция, опять это, значит, потом вроде как служу Господу, и вроде как, вроде я так отходит и наслаждаюсь Господом, слава Господу. А период таки я такая злая, прям вообще не в духе, еще и славить надо. В общем, вот такая вот смесь, да, вот как бы собственной праведности и Божьей праведности. Но, в общем, короче, мы служим Господу своими силами, вперемешку с Божьими силами, своими силами, пока не доходим до ручки, пока нам вообще плохо не станет. Вот. И вот такая вот история. Ну, знаете, что характерно для старшего сына? Ну, не характерно. Вот представляете, сколько он заработал болезней. Значит, в его речи столько горечи, зависти, осуждения, разочарования, одиночества. Но это только еще на поверхности. Вот. И как бы вот эта вот такая жизнь, да, вот, она вот, конечно, человек устает от этого, да. Вот. Но вообще я вот как бы встречала людей верующих, да, которые, они свидетельствовали, когда вот они поняли, что они живут своей силой, в принципе, стараются жить в совершенстве, прям достигать совершенства, все должно быть совершенным, да. И они свидетельствовали, говорят, а я исцелился, когда я понял, что я самоправеден. Когда я понял, что я самоправеден, вот, и отрекся от этого, Господь, я не хочу так вот своими силами служить тебе и все время достигать совершенства. И он исцелился, был такой брат, он свидетельствовал об этом. То есть люди вообще, как бы, вот они хотят быть совершенными во всем и, можно сказать, заболевают. Да? Вообще, я верю в Божию награду, я верю в Божию воздаяние. Вот когда ты служишь Господу, я верю в эти вещи. Вот. Но, ну да, вот, скажем, бывает так, ну, человек верующий клянчит, да, вот, дай Бог, дай, клянчит и клянчит, да, ну, пойди поработай, Божьи виноградники, Господь даст тебе зарплату. Да, вот это, там есть другая тема, когда вот эти вот слуги стояли праздно, да, есть такая вот притча, праздно виноградники стояли, говорят, а что ты стоишь праздно, иди поработай. Вот, и у Бога есть даже прямо конкретная зарплата. Вот, поэтому это слава Господу, когда мы служим Богу на небе Божьем, винограднике Божьем. Я одну сестру, одну женщину привела к Господу, да, в церковь она пришла, она когда увидела собрание, и когда увидела, что это истина, и она сказала, о, работы много. То есть в том смысле, что надо всем людям, многих привести к Господу. Вот она это четко, хорошо поняла. Она говорит, работы много. Вот. Поэтому, конечно, когда мы работаем на ниве Божьей, винограднике Божьем, мы не стоим праздны, мы служим, и Бог нас благословляет зарплатой. Надо ходить там, дай. Вот поработай на ниве Божьей, Господь даст тебе благословение. Аллилуйя. То есть я верю в Божье воздаяние и Божью как бы, вот, награду. Но с другой стороны, вообще-то все благословения в основном все-таки приходят не из-за зарплаты, не из-за награды. Они приходят из Божьей благости. Его незаслуженного благоволения. Например, если ваши дети зарабатывают четверки, пятерки, вы же как бы цените их за хорошую учебу, вам нравится, что они хорошо учатся, четверки, пятерки получают, но они же это не, ну как сказать, это же не заслужили они. Вам платят за четверки, пятерки. Ну, то есть потому, вас родители любят благословлять просто потому, что вы их дети. Правильно, да? Если бы дети зарабатывали на хлеб и одежду, это было бы чудовищно.
И все-таки в нашей плоти сидит, что мы все-таки должны все заслужить. Вот когда приходит Божье благословение, мы автоматом начинаем вычислять, почему пришло Божье благословение. Что я сделал, что такое правильного, что Господь меня благословил. Поэтому мне хочется как-то так вот подчеркнуть, да, что да, мы долго акцентировали на служение, на Божье воздаяние, награде, и это правильно, но давайте поакцентируем на Божьем незаслуженном благоволении. Акцентируем. Господь, Ты благословил меня, я не заслужила это. Это Твое Божье благоволение, потому что Твоя природа, это, потому что Ты Бог, Отец. И сегодня, кстати, утром меня Бог незаслуженно благословил. Это чудесно. Материально. Я знаю, что это незаслуженное благоволение. Как будто Бог говорит мне: аминь, аминь, говори об этом. Аллилуйя. И вообще, если так подумать, да, сколько Божьих благословений удержано просто потому, что у нас мышление старшего сына, что мы хотим все заслужить. И вообще, многие верующие, они уходят из церкви просто потому, что они задержались в этом состоянии, в роли старшего сына. Отец не мог благословить старшего сына, потому что сын был так далеко, хотя он был так, на самом деле, был так близко. Ну, знаете, Павел наверняка все это проходил на своей шкуре, потому что он был фарисей из фарисеев, ученик Гамалиила. В принципе, у него карьерная лестница была вообще уже все, уже там. Он должен был быть, кстати, самым главным там в Израиле. Вот. И он в Галатах увещевал, что они начали хорошо, но потом впали в закон. То есть Павел сам по себе, он был такой законник, да, вообще по природе своей, он как бы еврей от евреев, иудей от иудеев, да, вот. И он писал: Филиппийцам 3, 7, 9. Восемь, 9. Да все почитает считаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа ему. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти с Нем не со своей праведностью, не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. То есть для него это было, я не знаю, наверное, это вообще супер откровение, потому что он был такой вообще сам по себе законник, все исполнял. И он говорит, что я чтобы найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Ну, сейчас немножко чуть-чуть я про закон хочу рассказать. Знаете что? Значит, закон был дан когда стало усиливаться, слишком много было преступлений. Да? Вот. И вот хочу дать вам откровение, что вот Каин, он убил Авеля, и он не был преступником. Знаете почему? Потому что закона не было. Нечего было преступлять. Закона убить не было, и он не переступил этот закон. Нам это не понять. Знаете почему? Потому что вот не убей вот этот закон, у нас уже конкретно это сидит на протяжении там вот уже 20 века, да, это сидит, мы это понимаем, что убить это преступление, потому что есть такой закон.
А знаете, как бы даже еще в 19 веке, или там каком мушкетеры, помните фильм «Тартанян, три мушкетера», они запросто убивали этих своих врагов, прям встретились на улице и шпагами там это покололи, и для них это было нормально вообще убить врага. Вот. Причем, знаете, это не в военное время, а вот там просто какие-то междоусобицы были между мушкетерами и у кардинала, которые были. Вот. Потом, скажем, на дуэли люди запросто убивали, это было нормально. Ой, это было нормально. Вот. То есть, смотрите, закон не убили, да, вот это вот еще долго до людей-то не доходили. Вообще люди на протяжении, еще до закона, там, до Авраама, там, или же там, вот, до того, как был закон, да, вообще язычники, они там каннибализмом занимались, это было нормально. Ну, и, к сожалению, сейчас вот люди, аборт делают люди аборт, да, это нормально. Для некоторых это нормально, а для некоторых это понятно, это не убей. Ну, вот, поэтому как бы закон вот, был, значит, дан по значит, еврейскому народу по причине умножения беззакония, по причине умножения беззакония. И вот если бы не был бы дан этот закон, это убивать было бы нормально. Кстати, есть такие тоже многие народы, вот, для которых воровать это вообще нормально. Вот, даже очень круто. Вот, и даже у них в сказках такой вот плутишка, ворунишка, и это вообще очень круто. Видите как? Поэтому, как бы, слава Господу за закон. Но в то же время закон был дан не для того, чтобы исполнить его, потому что исполнить его невозможно. Вот, закон был дан, чтобы остановить грех и выявить грех. Чтобы мы поняли, что это грех. Вот. И потом закон усиливает вообще грешное состояние. Ну вот, значит, смотрите, значит, я повторяю, что значит, Павел, он увещевал галатам, что они начали хорошо, но потом впали в закон. Ну, и, к сожалению, вот галатам они впали в закон, к сожалению, и в церкви они впадают в закон. То есть, вот ты делал хорошо, вот ты молодец. Вот тогда Бог тебя благословляет. Вот. И, ну, я просто приведу мою одну девушку, которая привела к Господу. Ну, она вроде стала ходить на собрание, там все, да, и у нее возникли вопросы, да, какие-то трудности, проблемы, там все. И знаете что? Она говорит, что мне делать? А я говорю, молись больше, там, читай больше, молись больше. Что я ей дала? Я ей дала закон. Вот ты будешь молиться, вот тогда ты молодец. Много будешь молиться, тогда хорошо. Вот. И, то есть я не могла ей, вот в тот момент я не могла ей дать Божью праведность. Вот, я дала ей закон. И вот смотрите, послание 5 глава, 18 стих. В прошлый раз мы не обсуждали этот стих. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Вот смотрите, чтобы стать грешником, мы ничего не сделали, мы уже такими родились, потому что Адам совершил как преступление одного всем человекам осуждения, и мы ничего не сделали, чтобы стать праведниками. Ничего не сделали. Мы уже праведники. Правдою одному. Из-за Иисуса Христа. Мы ничего не сделали, чтобы стать грешниками. Мы уже такими родились из-за Адама. И мы праведники, ничего для этого не сделали, потому что Иисус Христос нас оправдал. Ну, знаете, вот как бы, в принципе, вот как бы заканчиваю, потом вот Александре передам. Да? Еще раз, давайте, послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы.
кому повинуйтесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Мы в прошлый раз об этом говорили, да, что есть две системы. Система рабства греха, и мы рабы праведности. Да? Ну, вот рабы греха. Люди думают, что к Богу, когда они приходят к Богу, они потеряют свою свободу. Вот теперь нельзя будет курить или пить. Вот. Что, как бы, теперь вот нельзя все это такой грешной жизнью жить. Потому что человек, он сотворен свободным, и больше всего он ценит свободу. Ну вот смотрите, вот рабство в Америке, да, было отменено, когда вот свои общества просто поняли, что, ну это не только в Америке, вначале это было в Англии, да, то есть верующие поняли, что рабство это как бы такая вот очень большая несправедливость. И они, вот люди поняли, что вот ну, афроамериканцы, что они сотворены свободными, и рабство есть несправедливость. Но вот смотрите, вот когда Иисус пришел на землю, ведь рабство ведь существовало. До того, как пришел Иисус, вообще рабство, это было в культуре. Оно, ну как, он же, Иисусу не проповедовал, так вот, нельзя отпускать рабов на свободу. Он не проповедовал об этом, потому что это глубоко сидело в ментальности вообще людей, мышления. Он же не говорил, что угнетать женщину, женщина это был человек второго сорта, это грех, он уже об этом не говорил, вот, потому что он прежде всего работал, Иисус, с корнями греха. А рабство это уже просто побочные уже такие грехи. Вот. Ну, вообще рабство просуществовало вообще почти до 20 века. До 19 веке было отменено крепостное право. Потом еще в 20 веке было рабство. Вот. И современная форма рабства, сейчас мы не будем это говорить, да? Вот. Так что мы сейчас поговорили немножко о рабстве, да? Так вот, люди думают, что они свободны, но на самом деле они рабы греха. Ну, как, классическая история. От завтрашнего дня не буду пить. Все равно этот грех давлеет, все равно этот грех доминирует, и человек пьет и никак не может от этого избавиться. Ну, скажем так, страх может овладеть человеком, раб страха, там, вот царь Ирод, он вообще в недосягаемой пустыне, в каменистой пустыне, или там вообще где-то далеко в скалах, в пустыне, построил себе замок, спасаясь от врагов, мнимых врагов. Вот. Потом, значит, люди, как бы, рабы своих обид, рабы своих горечи, рабы своих непрощений. Но вот мне хочется вот как-то немножко вот поговорить немножко о раздражении. Там люди рабы своих раздражений, может быть такое, да? Оно владевает тобой, отравляет твои отношения с людьми, то есть отравляет тебя от раздражения, отравляет твои отношения с людьми. Вот, просто оно добивает твое сердце, и ты устаешь не от людей, а от самого себя устаешь. Ты устаешь не от работы, а от своего раздражения ты устаешь. Ну и знаете, Бог, чтобы освободить тебя от раздражения, все сделает так, чтобы ты освободился от этого раздражения. Это раздражение тебе полезет из носа, из ушей, и от всего тебя полезет до тех пор, пока ты от него не избавишься. Я почему так говорю, потому что у меня была очень сильная сильная проблема в этой сфере. Вот, и, честно говоря, я сейчас не помню, когда я раздражалась, не помню. Ну, может, по мелочи когда-то я раздражалась, а вообще по-крупному я не помню, когда я раздражалась. Слава Господу, это Иисус просто освободил меня от этого рабства. Да? Вот, так что пусть все эти ярости, гневы, раздражения, в общем, все эти гадости пусть от вас уходят, да, вот, как бы вот, слава Господу, слава Иисусу. Люди думают, что они свободны, но они рабы. Но теперь мы рабы праведности. И это очень хорошо. Мы просто так от Иисуса не уйдем. Рыба, она сотворена, чтобы плавать. Птица сотворена, чтобы летать.
А мы сотворены по образу и подобию Бога, сотворены, чтобы быть с Ним. И мы рабы праведности, в то же время мы свободны, потому что Дух Господень, там, где Дух Господень, там свобода. Ну, знаете, вот как бы вот такой хороший пример. Один такой верующий, ну, он как бы ходит на собрание, ну, не сильно активный в своей вере, да, вот. И как-то он пропустил это собрание, и у него такая реакция была, вот надо же, вот, что-то мне не хватает, вот сейчас что-то мне не хватает. Вот, о чем это говорит? О том, что он праведник, а ему не хватило Иисуса. То есть Божья природа в нем заговорила. Это чудесно. И в прошлый раз опять мы читали этот стих. Давайте 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть Господь есть наша праведность. Вот смотрите, вот этот человек, получается, он ощутил, что Бога нет в его жизни в воскресенье, именно в воскресенье, что вот пусто что-то, мне чего-то не хватает, а Иисус не хватает. Это его как бы праведность, она вот так вот просто взыграла в нем, да. И вот смотрите, значит, получается, тут можно так характеризовать, мы как сосуды, знаете, да, вот человек, предположим, курящий, то, что он курит, это просто все равно-то проявится. Ну, запах какой-то там, да, или что. Это проявится все равно. Предположим, скажем, люди заболели ветрянкой. Дух ветрянки зашел в человека, вот, и люди все родные там, могут заразиться друг от друга, и все заболели ветрянкой. Вот. То есть в человеке что-то всегда есть. Всегда в человеке что-то есть. Вот. И поэтому говорит, от Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью. Праведностью. Его праведность, она будет просто от наших пор, можно сказать. Она в костях наших, Его праведность. Она в наших порах, она будет проявляться. Так же, как ветрянка проявляется, или там что-то, грехи какие-то проявляются. Но вот праведность Божья, она тоже будет проявляться. Аллилуйя. Угу. И опять повторим это местописание. Я вот заканчиваю. Угу. Ой, что-то... А вот. Ага. Послание Римлянам, 10 глава, 3-4 стих. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона Христос». Видите как? К праведности всякого верующего. То есть мы каждый день полагаемся на Христа, уповаем на Христа. То есть мы общаемся с Господом, как младший сын общается с Господом. Старший сын, он не общался с Господом, он стал уповать на свою собственную праведность, и он во главу угла поставил праведность от закона, от своих дел. Но если мы каждый день полагаемся на Христа и общаемся с Господом, то 4 стих говорит, потому что конец закона Христос. Добрый день, дорогая К праведности всякого приветствую, верующего. спасибо Зоя Савишне. И я хочу продолжить эту же самую тему о праведности. Так, я сейчас вот тут как бы сделаю, чтобы мне было удобно. Так, значит, вы знаете, в Библии каждая книга, она в ней есть какая-то основная цель. Предположим, в бытие, да, Бог открывается как Творец. В притчах Бог открывается как мудрость Божья, да. В песне песней Бог открывается как любовь Божья, знамя любви надо мною, да, и так далее. А вот именно в Римлянах
именно в послании к римлянам Бог открывается как праведность. Я твоя праведность, Бог говорит. Не ты сам такой праведный, сам по себе такой. А Бог говорит, я в тебе и есть твоя праведность. Слава Господу, да? Поэтому Бог очень сильно хочет, чтобы мы утвердились в этой праведности, чтобы наше сердце было утверждено в этой праведности. Потому что если наше сердце не утверждено в том, что мы праведники, что Бог назвал нас праведники, и мы есть таковые, да, тогда дьяволу очень легко человека погрузить в самоосуждение, в осуждение. Он будет и сам себя осуждать, и других тоже будет осуждать. Потому что он сам себя не воспринимает как праведник, и других, соответственно, тоже может быть, ну, как, не знаю, воспринимать, да. Но если человек утвержден, если сердце утверждено, да, я праведник, Бог оправдал меня, и этого достаточно, тогда такого человека дьяволу будет очень трудно вообще сбить. И очень трудно будет его в болото погрузить осуждение. Самоосуждение или осуждение других людей. Да? И тогда дьяволу будет очень трудно обвинять его. Потому что очень трудно выйти из осуждения, если человек не понимает Божью праведность, которая сидит в нас во Христе. Мы во Христе, и Христос в нас, и есть наша праведность. Аминь. Поэтому римлянам это вообще чудесное как бы самое послание. Давайте откроем 9 главу. Так, 9 главу. И прочитаем с 30 по 33, да? Так, что же скажем? Вообще вот 9 глава, она говорит о праведности, и она вот в разных контекстах как бы, да? Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Слава Богу, получили, написано, праведность. Они не искали праведности, но не получили праведность. Праведность от веры. Все, если ты веришь, Бог называет тебя праведником. Аминь. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а искали в делах закона. И они приткнулись о камень преткновения. Ну, печально, конечно. Вообще вот в 9 главе апостол Павел и вообще в Римлянах апостол Павел очень сильно, он так сильно хочет, чтобы Израиль тоже нашел праведность. И он говорит, вот они исполняют все законы, все правила исполняют, все исполняют, но они не верят во Христа. Да? И тогда что получилось-то? Язычники, не искавшие, мы не искали праведности. Но написано, они получили праведность. Да? Праведность от веры. Вот. Интересное такое вот. И вы знаете, вот мне хотелось бы вообще посмотреть, Зоя Саишна говорила о делах закона и о вере. Да? Есть дела закона, и мы должны различать, где мы спотыкаемся немножко, где мы полагаемся на это, да? Немножко вот об этом хочется поговорить. И есть праведность по вере. То, что ты поверил, и Дух Святой живет в тебе, ты уже назван праведником. Все. Тут написано, получили праведность. Угу. Так. И давайте мы откроем 9, это же глава, 9 глава, 13 стих. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. А до этого вообще говорится, что вот они, когда еще не родились, вот там близнецы были, да, у Ревекки, они еще не родились. И когда они еще не родились, они ничего плохого не сделали, ни хорошего, ни плохого не сделали, да. А Бог, это в 11 стихе, Он говорит, они, когда еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, чтобы изволение Божие в избрании происходило. Не от дел, но от призывающего. И сказано, больше будет в порабощении у меньшего. И Ревекка, она когда молилась, потому что у нее близнецы там как бы боролись друг с другом, они уже там внутри там боролись уже, да. И Ревекка, она спросила, ну что это вообще, что это такое вообще происходит, да? И тогда Бог сказал, больше будет в порабощении у меньшего. И Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Как интересно вообще, что такое-то вообще, как бы, да? И это написано в контексте о праведности. Праведность по вере, либо праведность по делам закона. Угу. Так, давайте, чтобы это все понять, мы возьмем эту картину и откроем Бытие 25 глава. Бытие 25 глава. Очень вообще там интересно вообще, Бытие в 25 главе. Так, с 23 стиха по 34 возьмем, хорошо, и прочитаем.
Это про Ревекку говорится, да, у Ревекки там, они там, близнецы находились, и они там уже там что-то происходило внутри, дрались, не знаю, что там происходило, и она спросила, и Господь ответил, 2 племени в чреве твоем, 2 племени в чреве твоем, 2 различных народа будет, да, произойдут из утробы, один сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Это говорится про Исава, про Якова. Настало ей время родить, близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый. И нарекли ему имя Исав. Это вот Исав, это старший, да? Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, наречено имя ему Иаков. Исаак был 60 лет, когда они родились. 27 стих говорит, дети выросли. Стал Исав человек искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. И 28 стих, давайте мы очень внимательно прочитаем. Посмотрите в свою Библию, зрительная память очень хорошая на самом деле, да? Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу, потому что, да? А Ревекка любила Якова. Просто так. Не написано потому что. Да? Дальше мы читаем, что вот в 29 стихе Яков сварил кушанье, Исав пришел с поля уставший. Напоминает старшего брата. Весь такой уставший. Он пришел, он всю дорогу там, ему хотелось заслужить любовь Исаака, что-то ему там сделали или что, да. И он всю дорогу охотился, и уставший пришел. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Да? Едом означает в переводе красный. Но Яков сказал, продай мне теперь свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, до того человек устал, вот помирает уже, до того ему плохо было, да? Чё мне в этом первородстве? Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свою Якову. Видите, какой, разница очень большая между ними вообще, да? И дал Яков Исаву хлеба, кушанье из чечевицы, и он ел, пил, встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вот такая история мы видим, да? Так, вот 28 стих, вот вы знаете, он такой интересный, и мы должны отсюда урок получить вообще, да? Исаак любил Исава, потому что, видите, потому что дичь его была по вкусу, а Ревекка любила Якова. То есть, если мы пытаемся заслужить Божью любовь, если мы пытаемся заслужить благословение, то Богу это не нравится, потому что Он уже возлюбил, потому что Он уже любит. Понимаете, да? И мы с Артемкой вчера разговаривали, как бы эту тему вообще обсуждали, и мне Бог как бы такой пример показал, что вот если ребенок, мой сын, придет и скажет, мама, я получил 5, можно я холодильник открою, возьму там, поем там, что-то вкусненькое. Как для меня это будет вообще, как-то вот, для нормальных родителей это как-то, странно же, да? И я говорю, Артем, хочешь ли ты, чтобы я вот делала так? Ты получил 5, холодильник открыт. А если ты не получил 5, холодильник закрыт на 3 дня. И Артем говорит, нет, я так не хочу. И я так не хочу, даже как это, что-то такое-то вообще. И вот смотрите, Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу, а Ревекка любила Иакова. Просто любила Иакова. Какая разница, 2 получил, 5 получил. Не означает, что давайте двоечниками станем. Нет, не означает это. Это означает, что твоя любовь, она безусловная. И у Бога тоже любовь безусловна, потому что мы дети Божьи. Аминь. И нам не надо заслуживать. Вот давайте мы уловим разницу. Дальше, вот смотрите, что у нас, какие характеристики у Исава есть, да? Он, во-первых, все время хотел заслужить, и он из-за этого он был уставший. Он все время там охотился, и в этот раз он до того охотился, что уже помирал. Он говорит, я уже помираю, дай скорее мне этого красного.
Понимаете, да? И он, что еще сделал? Он пренебрег первородство. Пренебрег первородство. И он продал свое первородство за чечевицу. И вы знаете, вот вообще у евреев первородство имеет значение. Оно имеет значение. Там написано «Израиль, мой первенец». Да, то есть Божье избрание, оно имеет значение. Если мы этим пренебрегаем, тогда, ну, это как-то Богу это не нравится, понимаете, да? Он, написано, вот смотрите, он продал свое первородство, дал Иаков Исаву хлеба кушанье, он ел, пил, то есть никакого у него сожаления там не было вообще. Видите, он ел, пил, встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Очень большая разница. Вот например, предположим, когда Петр был, да, Петр, он когда предал Иисуса, Иисус ему до этого говорил: трижды петух пропоет, и ты меня предашь. И это произошло. Но он, когда это произошло, написано, что Петр, он пошел, и он горько заплакал. Его сердце вообще было разбито, его сердце было сокрушено. Это очень большая разница. А тут ел, встал и пошел. Вообще, как бы, непонятно вообще. Первородство там. А Петр, он когда, да, он упал, Петр, он отрекся. Петр такой интересный человек, он всегда впереди планеты всей, он пошел, и ученики уже все, их не было уже, а он дошел почти вот до самого-самого пекла. И там, представляете, какое давление страшное было. Его тоже могли там избить, побить и вообще убить, да? И Иисус знал, что Петр за ним пойдет, потому что он сам по себе такой. И Иисус знал, что он будет предателем, да? Но там написано, что этот стих вы потом сами найдите, что Петр, когда он отрекся, он услышал, петух пропел, и он вспомнил эти слова, и он горько заплакал, понимаете, это сердце его настолько это его очень сильно сокрушило, он был разбит вообще. У него было такое сожаление об этом вообще, да, что вот он отрекся от Христа, да. А здесь мы видим, он встал, он ел, пил, встал и пошел, и пренебрег. А что там? Понимаете, это вот как-то очень... И дальше вот от Исава, если мы прочитаем, дальше под Бытие можете прочитать, да, от Исава возникли люди, которые назывались едомляне. Едом, красный, да, идумеи их называют еще, да, и они всегда были врагами Израилю. То есть от вот такого вот верующего человека, от такого вот, да, произошли вот такие вот плоды, не очень хорошие. И вот когда евреи, они выходили, должны были перейти там через пустыню, должны были идти через вот эту местность, эта местность называется Сеир, гора Сеир, Красная гора, да, и они хотели пройти через них, они сказали нет, и вот они всегда вот были очень воинственные. И когда Иаков обманом получил свое благословение, да, Исав, он не получил благословение, но он там кричал, и отец его сказал: ты будешь жить мечом, то есть крови будет много, понимаете, да? И вот это говорит нам о чем-то, поэтому нам не нужно быть как Исав, заслуживать, понимаете, да? Предположим, человек что-то не сделал, упал человек, лежит там и принимает осуждение вовсю, и дьявол, конечно же, придет, и он будет: да, вот ты вот так сделал, ты вот так сделал. Угу. И человек принимает осуждение. И если он не понимает, что Бог его уже оправдал, он будет лежать в этом осуждении и сам себя вот такой железобетонной плитой надавит и будет лежать в осуждении. Понимаете, да? А Бог уже оправдал. И если ты веришь в Иисуса Христа, неважно, как глубоко ты упал, крови Иисуса вообще достаточно. И достаточно. И если мы лежим, и мы говорим: я то не сделал, и вот это не сделал, поэтому я не заслуживаю там, чего-то там не заслуживаю. Это означает, что мы свою праведность ставим выше Божьей благости.
Понимаете, да? Сейчас мы не говорим о том, что, о, давайте не будем молиться. Ну, благодать же, вот не будем молиться. Нет, мы продолжаем молиться. Но это не основание, чтобы получить Божье благословение. Основание, чтобы получить Божье благословение. Просто потому, что мы Его дети. Все, просто потому, что мы Его дети. Бог не говорит, вот ты молился 5 часов, холодильник открыт тебе, пожалуйста. А вот ты вчера не молился, вот. И все, и холодильник закрыт теперь. И престол благодати я закрою для тебя. Понимаете, да? Может быть, человек лежит там, позавчера что-то, 3-го дня что-то сделал. И что, он перестал быть праведником, что ли? Если внутри человек рожден свыше, у него есть Дух Святой, он его будет сильно очень поднимать. Это работа Божьего Духа, Божьей праведности. Он настолько сильно будет, ему противно будет находиться. Я не хочу здесь находиться, я не хочу. Да, я упал. Да, я упал. Но я Божий праведник, я не хочу здесь находиться. Это работа Духа Святого, классная работа. Это работа Божьей праведности внутри нас. И нам нужно следовать за ней. Аминь. И человек встает, и Бог ему говорит, вот тебе откормленный теленок. А он что, заслужил, что ли? Он вообще ничего не заслужил. Вот тебе откормленный теленок, праздник мы сейчас устроим, будет веселье, еще лучшую одежду ему дайте, и еще, пожалуйста, дайте ему этот самый перстень на руку и обувь на ноги дайте ему. И еще больше. И вы знаете, это так классно на самом деле. Я знаю, когда Бог прощает, как Он прощает. Он прощает великодушно и с величайшей щедростью. И вообще никогда не напоминает, ты когда-то там что-то вот это. Поэтому престол закрыт благодати для тебя сейчас. Ничего он не закрыт, слава Господу. Потому что Бог благой. Аллилуйя. И крови Иисуса достаточно. Нам не надо туда еще прибавлять свои еще что-то, заслуги, чтобы что-то вот заслужить. Аминь. И нет никакого противоречия. Вы знаете, вот еще так. Дальше, что мне хотелось бы сказать. Вернемся в Римлянам 8 главу, 33 Римлянам 8 глава. Вот я, наверное, не глава Елизавете, да? Ну, все равно. 8, если у тебя есть Библия, открой в телефоне там или где. 8 и написано 33-34. С 33 по 34 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Если Бог тебя избрал, все, точка. Он поставил большую, огромную, жирную точку. Все, никуда от этого человек не денется. Он может там, сколько-то там сам себе придумывать что-то. Но если Бог человека избрал, написано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. И Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Он за нас ходатайствует. Если бриллиант упал в грязь, он не перестал от этого быть бриллиантом. Вообще это Зоя должна была, я ее еще тогда говорила. Ты про бриллиант сказала? Ну, в тот раз еще правильность. Говорит, нет, не сказала. Ну, в этот раз тоже не сказала, тогда я скажу. Ну, вообще-то Зоя, например. Бриллиант упал в грязь, он перестал быть, он что, в грязь превратился? Нет, он остался бриллиантом. Ну, грязный, да. Да, надо там что-то сделать. Не надо ему там находиться. Ему что, место, что ли, там? Нет. Он не перестал от этого быть бриллиантом вообще. Аминь. Кто будет обвинять избранных? Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос умер, воскрес. И Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас, слава Господу, чтобы мы не полагались на свои дела. Аллилуйя. А полагались на Божью благость. Только потому, что мы Его дети, мы имеем все привилегии. Аллилуйя. Не по нашим заслугам. Кто-то 5 минут молится, слава Господу, ты 5 минут молишься. Кто-то 5 часов молится, слава Господу, ты 5 часов молишься. Но это не основание для того, чтобы холодильник тебе закрыли или перекрыли. Престол, он открыт. Аминь, слава Господу. Аминь. 24 часа в сутки. И он говорит, приходите с дерзновением к престолу благодати. Не на основании ваших дел, а на основании того, что Бог благой, и Он нас любит. Аминь. И всякое проклятие разрушено на кресте. Нам не нужно к этой жертве еще наши дела. Я вот это сделаю, и Бог меня вот... Нет. Ну, сделай, слава Господу, это тоже хорошо. Так. Вы знаете, вот недавно в Якутии нашли алмаз.
И вот я вчера, когда готовилась, и там еще позавчера, и так далее, да. Вот этот алмаз, он такой большой, он самый большой, вот самый-самый, я не знаю, сколько он карат, он цветной. Вот. И мне пришло такое, что вот есть люди, и они сами по себе огромное просто благословение, просто невероятное. Там такой дар вообще сидит, там такое Божье призвание такое сидит, да. Но, к сожалению, ну упал бриллиант, ну и лежит там, возможно, я не знаю сейчас, ну кто-то, мне почему-то кажется, что кто-то есть. Тогда вставай, аминь. Возьми Луку 15 главу, посмотри, как блудного сына, не потому, что он заслужил. Аминь, не потому, что он заслужил, а потому, что Бог так сильно любит. И вы знаете, почему блудный сын, когда возвращался, да, отец побежал ему навстречу. Потому что он каждый день смотрел, не идет ли мой сын, не идет ли мой сын, не идет ли мой любимый сын. Он каждый день выходил и смотрел, не идет ли мой сын. Аминь. Поэтому не находись-то в осуждении или в чем-то. Еще более, вы знаете, Римлянам 5 глава 20 стих, вообще Римлянам, это же здорово, 5 глава 20 стих, там написано: непослушанием одного человека сделались, извиняюсь, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. И вот смотрите, а когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. То есть, если умножается грех, благодати становится еще больше. И еще больше. Вы знаете, этот стих я очень давно не до конца понимала, потому что мы, как человеки, с нашим каким-то мышлением по-другому, да, можем примерно так. Вот ты что-то сделал, наказать, в угол поставить. Вот так. Угу. Мы так считаем. Но если мы смотрим Лука 15 главу, Бог так не делает на самом деле. Он каждый день ждет, и у него приготовлено и откормленный теленок, и праздник, и все приготовлено. И одежда, и перстень, и обувь на ноги приготовлена. Потому что он так сильно любит, так сильно любит. Ну просто невозможно. И вы знаете, я спрашивала, как это так? Грех умножился, а благодати стало больше. Нет, осуждение должно быть больше. В угол его поставьте, вот на 5 лет его в угол поставьте. Пусть 5 лет в углу там сидит. Но вы знаете, я говорю: Господь, покажи мне так, чтобы я поняла. Я хочу понять этот стих. И вы знаете, мне почему-то Бог показал через Ксению Семеновну. Она мама моего мужа, как бы, да, и она, когда была еще жива, она все время говорила так: за Владиком смотрите, если что со мной будет, за Владиком смотрите за ним все время, ну, как-то приглядывайте за ним. И я все время думала, а почему за Мишей не смотрите? Ну, как бы, да. Ну, у Миши все правильно, он такой весь продуманный, слава Господу, да, вот. А Владик, он такой, ну, как бы, такой непутевый. Все там у него что-то как-то вот так. Всю дорогу он там какие-то что-то косячит. И вы знаете, Божье сердце, мамино сердце, оно так сильно было туда. Смотрите за ним. Просто смотрите, будьте с ним. Понимаете, да? И вот потому что мамино сердце понимает, что вот может что-то случиться, может, она как чувствует или что ли, да? И вы знаете, как Божье сердце, отцовское сердце, оно тоже очень сильно простирается к этому человеку. Он такой весь какой-то, весь и косячит, и все у него не так, все вот так. А этот весь такой продуманный, все у него так, все по полочкам. Ну, слава Господу тоже. Бог его тоже любит, слава Богу. Но очень сильно простирается именно туда. Понимаете, да? Стала преизобиловать благодать, когда умножился грех. Поэтому это, когда мы понимаем Божье благоволение, когда мы понимаем, что нам не надо заслуживать вообще
благословение, там какое-то расположение там, и так далее. Да, это освобождает нас, слава Богу. Но не помолился вчера, слава Богу. И что? Ну, помолился вчера, тоже слава Богу. Тоже слава Богу. Аминь. Божье расположение от этого не зависит. Оно не зависит от наших дел. То есть это не означает, что давайте ничего не будем делать. Ну, Бог нас и так любит. Вот именно когда ты понимаешь, что Бог, Он вот такой, что вот Он такой чудесный. Тебя туда будет тянуть, ты сам не будешь понимать, ты уже молишься, ты уже идешь, ты уже прославляешь, потому что так сильно твое сердце отвечает на Божью любовь. Аминь. Вот. И поэтому давайте мы будем, как Иаков. Ревекка любила Иакова. Просто она его любила. И он так вырос. Давайте вот расти вот так вот, да, а не как Исав. Исаак любил Исава, потому что нам нужно от этого вот это вот различить. Хорошо? Не будем заслуживать Божью любовь. И Бог говорит, ты первенец, первородный в доме своем. Не будем, как Исав, пренебрегать первородством. Потому что многие из нас, мы первые спаслись в нашем роду, может быть, там среди наших родственников и так далее, да. И, возможно, мы единственная надежда для кого-то, возможно. Аминь. Мы не будем, давайте этим пренебрегать. Хорошо? Не будем пренебрегать своим избранием. Не будем пренебрегать отцовским благословением быть первенцем. Классно же звучит. Израиль мой первенец. Здорово. Слава Богу. И не будем заниматься самоедством. Вот осуждение, когда приходит, научись, скажи, Господь, я хочу различать, когда приходит осуждение. Может быть, ты 5 дней уже не в духе. И что? Надо себя изничтожить, впасть в самоосуждение, самоуничижение и самоедство. И быть таким самоедство. Не надо. Аминь. Бог все равно называет тебя праведником. Рано или поздно праведность, которая внутри тебя, она будет тебя вытягивать наверх к Богу, потому что ты так устроен. Аллилуйя, ты так устроен, и все. Аминь. Это очень здорово. Так. Ну вот, в принципе, я как бы закончила. Прочитайте Бытие 25 главу еще, можете еще туда дальше прочитать. Вы там еще увидите, что бедный Исав, он когда увидел, что невестки, на которых он женился, хиттейские, они неугодны маме Ревекке и Исааку, ну там написано, что они неугодны были, да. И он когда увидел, что Исаак, он благословил еще Иакова, сказал, иди в Месопотамию, там к Лавану, да, возьми оттуда дочерей, потому что не хотим хиттейских больше, достали как бы, да. Он тогда бедный пошел, и он, то есть он увидел, что Исаак благословил Иакова, да, в этом деле также, да. Он тогда пошел и тоже взял жену и опять промазал, прости Господи, он взял жену Измаила. Там 3 у него жены было, и от всех произошел этот самый Едом. Опять он заслужить хотел. Ну вот не надо вот это так делать-то. Хорошо? Бедный Исаак, мне его очень жалко. И мне очень жалко людей, которые сами себя осуждают, и потом мне надо 3 дня поститься, мне надо 3 дня молиться там, чтобы меня как-то вот это самое. Ничего не надо, слава Господу, если ты будешь поститься и молиться, конечно, но это не основание для того, чтобы Бог тебя благословлял. Престол благодати всегда открыт. Аминь. Будьте благословенны. Аминь. Так, и вы знаете, переходим тогда к следующей части, к пожертвованиям, да? И давайте опять откроем Бытие, 25-ю, извините, откроем Бытие. Так, я запуталась немножко, прошу прощения. 28 глава. Угу. Тут уже история продолжается, и Иаков уже убежал, потому что Исав его возненавидел, захотел его убить, да, и Ревекка ему сказала, иди туда, и он уже в дороге,
И мы тоже в дороге, слава Богу. Так. И 20 стих. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною, сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10 часть». Это говорится о десятине. И вы знаете, Бог, Он называет сам себя Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он вообще не стыдится называть себя. Хотя Иаков тоже, он не был такой прям идеальный. Он там хитрил, мудрил там. И его тоже перехитрили, перемудрили. Да? Но все равно Бог говорит, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да? И в 22 стихе. «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10 часть». Слава Богу. Каждая 10 часть, она принадлежит Богу, потому что мы находимся в Божьем завете с Ним. И тогда вы на экране можете увидеть реквизиты. Будьте благословенны в своем даянии. Во имя Иисуса. Аминь. Илья, спасибо за слово, Зои, Савишне и Александре. Давайте, друзья, споем еще одну песню, довольно-таки новую, свежую. И оставайтесь до конца, потому что праведный до конца он спасется. В конце будет для вас приятный бонус. Повелитель сердец, будь горой ты для меня, куда я бегу всегда, ты песнь моя. Повелитель сердец, скроюсь в тени крыл твоих, искупитель моей жизни, ты песнь моя, ты благой Бог, Бог, ты благой Бог, Бог, ты благой. Повелитель сердец, ты мой ветер в парусах, якорь мой во время волн, ты весть моя. Повелитель сердец, зажигай огнем сердца, утеха моих дней, о, ты весть моя. Повелитель сердец, ты мой ветер в парусах, якорь мой во время волн, ты весть моя. Повелитель сердец, зажигай огнем сердца, утеха моих дней, о, ты весть моя, ты благой, о, ты благой, ты благой, ты благой Бог. Ты не оставишь, Бог, ты не оставишь никогда. 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 Ты не оставишь, Бог, ты не оставишь никогда.
оставишь, Бог, ты не оставишь никогда. Ведь ты в окно